Когда мы жили в Узбекистане, мне было тогда 9 лет, родители мои очень хотели в Крым. И бабушка не раз ездил, привозил открытки с южного берега. И я невольно заряжалась этой энергией, и я заочно полюбила Крым. Приехав сюда, я была поражена красотой природы, поразила, насколько вживую это красиво и насколько Крым нуждался в нас, в коренном народе. И я очень полюбила Крым. Для меня он стал родным домом, несмотря на то, что я родилась в Узбекистане. Моя семья испытала трудности стройки, и я непременно, будучи ребенком, затем подростком, все же продолжала себя развивать и рисовала очень часто. Не было под рукой интернета, книг, каких-то специальной литературы. Картина за картиной, их было не так много, так как это на одну работу у меня уходило около полугода, иногда и год. В силу обстоятельств жизненных у меня не получилось поступить на факультет дизайна интерьера, о чем я мечтала с 8 класса. И по воле судьбы я попадаю на экономический факультет. Но учусь я в красивом месте Форойс. Во мне где-то это сидело внутри, желание творить, рисовать. И я все это как бы по крупицам в себя вбирала. Всю эту красоту природы крымскую, особенно кипарисы, горы, море. Все это очень захватывало меня. И решила попробовать я масляные краски. С каждой работой я училась сама у себя, где-то у природы, смотря на примеры других людей. Я пробовала. Первый холст решила создать без знания каких-либо, с интерьерной краски и шелка. Это моя такая большая работа «Осенний салгир». Мне стало это захватывать, как-то увлекать, и о том, что я буду работать экономистом-бухгалтером, ну и даже в мыслях не было. У меня такое направление в живописи — это реализм, ну, с такой ноткой фантазийной, наверное, я бы сказала. Иногда бывает, мне понравился какой-то домик, который не сохранился до сегодняшний день, увиденный мной на фотографии, или же он находится в недоступном взору нашему месте, и я его переношу, допустим, в какой-то Гурзуфский берег, или же какой-то узнаваемый ракурс с видом на горы, море. И мне хочется, чтобы вот эта природа, она на сегодняшний день, застроенная современной архитектурой, выглядела именно вот так вот. Сегодня я уже, видя природу или какие-то элементы, во мне это накапливается и всплывает уже в будущей работе, аккумулируясь все в одной работе. То есть где-то что-то мне понравилось, какой-то домик понравился, какая-то улочка. И я представляю сначала в своем сознании, как это будет в моей картине. И вот такой вот этап визуализации проходит моей работы. Так вот по крупицам она собирается в такой пазл. И потом я беру краски, и уже самое легкое — это изображение на сегодняшний день. Уходящий Крым, он может быть утраченным, и нам этого очень не хочется. Наверное, у каждого художника есть такое желание хотя бы в своих работах сохранить этот Крым, который, к сожалению, с каждым днем мы теряем. Мы приехали в поселок Уркуста, и увидев ту природу, мне захотелось восстановить в своей будущей картине утраченную мечеть по открыткам старинным. Мне пришлось восстановить ее, и так родилась моя картина Уркуста.
Многие были удивлены этой работе. Многих крымских татар, которые жили до депортации, жили когда-то там Харбаба, Биташки, оценили мою работу как бы по достоинству. И это, конечно, очень заряжает, радует, что удается иногда воплотить чьи-то желания, воссоздать как бы в своих работах историю и заставить задуматься, как это было. У меня возникали такие идеи в картинах создать крымско-татарский колорит, попробовать внести свой вклад в развитие нашей культуры. И из картины в картину у меня это потихонечку стало как-то перерастать вот в такие картины уже большие, где я пробую изображать мечети, утраченные наши культурные наследия. Обязательно подчеркиваю это красотой природы. Чем сложнее жизнь нашего народа, тем более яркие я хочу сделать картины. То есть у меня такой контраст играет. То есть переживания эмоциональные я испытываю одни, а в картинах я показываю противоположные чувства, чтобы зритель, который смотрит на мои работы, испытывал радость, уверенность и веру в наше будущее. Очень сильно вдохновляет меня красота природы нашей крымской. Через природу я стараюсь показать стойкость нашего народа ко всем трудностям, которые он испытал. Море мне напоминает темперамент нашего народа. Оно то бушует, то спокойное, но всегда красивое, всегда достойное. Кипарисы также у меня олицетворяются наверное, даже с мужчинами стойкими, сильными, защищающими свой народ. У меня есть одна такая работа с Амитханом. Я там изображаю орла, который олицетворение такого надсмотрщика, я бы сказала, который наблюдает, сочувствует. И мне бы хотелось, чтобы наш народ понимали. Когда возникла идея создать картину о депортации, мне немного было сложно, так как изображать проблему и грусть очень сложно мне лично, как художнику, так как это большая боль, которую я и так вынашиваю, даже изображая оптимистичные работы, во мне сидит эта боль, и чем ее больше, тем ярче мои картины. Поэтому при изображении картины «Депортация» было сложно, и тем не менее я постаралась изобразить в глазах Харбаба и девушки, которая идет за телегой, вынужденная покинуть свой родной дом, старалась показать эту боль. Дети, которые сидят в недоумении и не понимают, что происходит. Это очень сложно, и переживать это заново, изображая картину, приходится. Я изображаю то, что чувствую, поэтому думаю, что зритель тоже должен это прочувствовать и быть услышанной. Я бы хотела, конечно, в этом плане.